Ну а позже в Театре оперы и балета прошло торжественное собрание. Именно там Вячеслав Газер назвал имена тех, кому в этом году присвоили высшую награду региона – звание почетного жителя республики. Константин Куратов продолжит. Республика движется вперед только благодаря инициативным и преданным людям. Такие в регионе были и есть, отмечает Вячеслав Газер. В программу развития Коми были внесены десятки тысяч предложений и от отдельных граждан, и от объединений. Мы строим жилье, дороги, развиваем внутреннее авиасообщение. Все то, без чего невозможно комфортное проживание. Все то, с чем каждый день сталкиваются наши люди. Да, решены далеко не все проблемы. Очень многое нам еще предстоит сделать. Но при этом мы очень рассчитываем на поддержку жителей республики. В развитии республики очень важно ориентироваться на тех, кто когда-то сумел многое сделать для региона, таких как Геннадий Рассохин, директор коми-филиала Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов в Ухте, принимал непосредственное участие в разработке проекта закона о северах и был убежден, что именно северу нужно уделять особое внимание. Сегодня Геннадию Рассохину присвоили высшую награду Коми – звание почетного гражданина республики посмертно. Еще одним награжденным стал Засим Апанев. Его нагрудный знак вручили дочерям. В 20 лет этот деятельный человек стал директором школы, а в 36 уже возглавил Совет министров Коми. Его усилиями в республике началось масштабное строительство. Появилась первая дорога с твердым покрытием – ЛПК, Сыктывкарский госуниверситет, Театр оперы и балета. Несмотря на то, что Совет министров СССР и РСФСР в то время запретили строить в таком маленьком, захудалом, провинциальном городе музыкальный театр, мой папа начал строительство, получил за это большой выговор. И когда этот театр открывался, тысячи благодарностей были, и из Москвы в том числе. Еще одним почетным жителем Коми стал Анатолий Гуменюк, ветеран нефтегазовой отрасли. Он стоял у истоков поиска богатейших провинций в Коми, создавал Ухтыльский газовый комплекс. Он и на пенсии не сидит без дела. Уже написал 7 книг об истории нефтегазовой промышленности Коми. История республики Коми, ее нефтяной и газовой промышленности еще находится только в приближении к пику. Те нефтяные богатства, которые таятся еще в земле Коми и не открыты, они будут открыты и значительно повысят престиж и уровень республики Коми. После официальной части праздничный концерт. На сцену вышел легендарный ансамбль песни и пляски Черноморского флота города Севастополь. Подарок собравшиеся оценили. Встретили артистов громогласными аплодисментами. Константин Куратов, Владимир Шишкулин, телеканал Юрган, Сыктывкар.